Здравствуйте! В эфире «Вечерней смены» говорим о прекрасном. Сегодня в нашей студии обсуждаем региональное отделение Культурного фронта России в республике, открытие выставки «Образ женщины» в творчестве осетинских художников и победу учащихся лицея искусств в музыкальном конкурсе «Ступень к мастерству». Все это через несколько секунд. Новость о создании регионального отделения общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» вызвала резонанс у пользователей социальных сетей. Людей в основном интересовало, кто войдет в состав новой структуры и чем она будет заниматься. Цензура или нет? Вот в чем вопрос. Говорим с председателем централизованной мусульманской религиозной организации «Духовное управление мусульман Северной Осетии» муфтием Хаджимуратом Гацаловым и народным артистом Северной Осетии Эдуардом Дауровым. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый вечер. Ну вот вы стали, Хаджимурат, вы стали инициатором, да, этого движения в республике. Ну не совсем так, но одним из исполнителей вот того, о чем было задумано. Вы входите в состав всероссийского движения, Российского правильно? Движения, да. Кто будет в составе вот этого движения у нас в республике? У нас в составе этого движения очень немало людей, прямо так скажем. Сейчас всех объявлять по фамилии, это очень большая трата времени. Есть 20 человек штаб, как наподобие, как сделано в России. Есть совет сопредседателей, 5 человек. Вот такая структура нашего культурного фронта Осетии, отделения России, отделения Осетии. Ну, кто входит туда, ладно, мы не перечисляем, но направление. Это, наверное, и музыканты, и актеры, да? Или Я бы хотел еще раз повторить, о чем мы говорили раньше, и в Москве тоже. Культурный фронт России, это означает не обязательно люди культуры. Искусство. Не обязательно люди искусства. Искусство – сфера одна из частей, наверное, и не самая большая того пласта культуры, о котором мы говорим, о которых мы думаем. Носителем культуры является народ. И обязательно задача государства, институтов культуры, наверное, и многих других структур, вот этот народ, сделать ему, чтобы он поднял свой нрав, чтобы он был культурным носителем и своего национального достояния, и общероссийского, и общечеловеческого. Сегодня есть в этом необходимость. Но мы же каждый день говорим о том, что не хватает культуры, что не хватает ахдау, что мы не понимаем друг друга, что старших не уважают, младших не приветствуют. То есть идет раскол общества, как сейчас хорошо сказал Эдуард, автоматизация общества однозначно, это видно. Это как раз часть отсутствия культуры общения, культуры уважения и культуры. Вот ахдау что такое? Культура? Культура. Это культура, Да. это культура, это образ жизни. Вот культура в большом смысле слова, она и должна быть образом жизни человека. Но направления в этом культурном фронте, там, конечно, много направлений, потому что туда вошли люди культуры и такие, ну, вот такие, как я, обязательно духовенство вошло. Ведь культура, основа культуры – это, как мы говорим, духовность однозначно. Конечно, вошли деятели культуры, и кино, и театра, и певцы, и скульпторы, ну, весь спектр культурных людей, которые занимаются культурой профессионально. И один из трендов, конечно, задали они. Они задали тот тренд, который идет, который, я скажу, то, что творится в культурном пространстве профессиональном. Это и те гранты, которые непонятно кто получает. И суть того, которую я впервые услышал в Москве, я был очень удивлен. То есть государство дает грант, подписывает договор, и после получения гранта кто-то дает грант государству, но не имеет права вмешиваться в дела того человека, который получил грант. Поэтому мы не видим детских фильмов, поэтому мы видим на экране пошлость, поэтому мы видим то, что было. Это целый же такой цикл, это целое звено общей цепи, где ты получаешь грант, это же прописано в каком-то уставе. Ты получаешь грант, но ты потом и отчитываешься, да, за все. Ты отчитался за произведенный продукт. Да. А суть этого продукта – это твоя проблема. Ни цензуры, ни наименования, ни направления, ничего. Культура, вот в моем понимании, вот мы выросли еще в том государстве, это такой цех, который воспитывает человека. И театр, и пение, и кино, все абсолютно. Она поднимает человека, она дает ему духовность, она его настраивает, она делает так, чтобы он тянулся к светлому. Вот сегодня, посмотрите, ну, вот в чем с телевизора. Абсолютно обратная тенденция. Она же не просто так сложилась.
Ее кто-то специально вот так выстраивал. И вот эти люди, которые там присутствовали в Москве, я сейчас назову фамилию, поразительно, самые известные наши артисты театра и кино, певцы самые известные, они возмущались отсутствием культуры в основе того, что там производится, отсутствием отношений, отсутствием духовности, отсутствием цензуры в том числе. Но если ты платишь деньги, ты заказываешь продукт, который воспитывает твой народ, то тогда нам такого не должно быть, то, что мы сегодня видим на экране. Вот куча больших, целый перечень проблем, которые мы видим в духовной жизни, а что такое духовная жизнь? Но очень трудно развить ипостась человека, где его духовное начинается, где кончается его материальное. Да, Также да. человек – это такой интересный продукт Господа нашего. А одно от другого отличить невозможно, отличить можно только тогда, когда отсутствует духовность человека, когда ты видишь существо, как помните, у классика сказано, если мы определяем человека как существо, которое ест и пьет, то только животное. И все. Мы же говорим о человеке, который звучит гордо. Мы же говорим о том, как мы хотим строить наше будущее, наши дети, их следующее поколение. Если вот эта цепочка не будет выстроена, она, кстати, четко была выстроена в советское время. Как бы не отрицали все этого. Надо просто вернуться к тому, на чем вы учились, на чем мы учились. Поставить во главу угла человека с духовностью. Над ним поставить общество, как всегда. Общество должно. Не может человек и его материальные вещи давлять над обществом. Тогда наше общество распадается. А вот в этом культурном фронте, в движении молодые люди есть? Конечно, однозначно там будут молодые люди, однозначно их будет много. Мысль очень хорошая, я не знаю, как она будет дальше реализовываться. То, что мы собрали, то, что мы сказали, это костяк, это структура. Она же должна быть наполнена людьми. Она должна быть наполнена ветвями, которые уходят в районы, которые уходят, наверное, в цеха, культуры, на производство, в молодежную среду. Там есть представители этой среды в культурном фронте, но сейчас это надо наполнить. Вот в моем понимании культурный фронт не должен никого не заменять и никого подменять. Это должна быть своя ниша, которая наполнена духовностью. Но она будет как-то контролировать творческих людей? Помните, такое недавно хорошее забытое прошлое, как художественные советы? Я думаю, конечно, вот так тоже будет получаться. Когда вот сейчас структура состоится, когда это вот, я думаю, об этом говорилось однозначно, говорилось. Как будет, как сложится? Я думаю, участие самих работников культуры, их желание. Вот я такой сейчас приведу момент, очень такой для меня показательный, я думаю, для всех. Это было в Госдуме, это было расширенное заседание Государственной Думы. И зал был наполнен, я сейчас скажу, уникальными людьми. И каждый, который выходил, он возмущался тем, что творится. Он говорил, объяснял причины. И вот эта эмоция, волна эмоций, вот шквал эмоций, и он мне тоже подхватил. А вот что, например, вас что Сейчас больше я всего? вот договорю. И вот каждый, певцы о своем говорили, артисты о своем говорили. Ну, суть-то страны нашей одна, и наша жизнь тоже одна. В общем, я видел единение, духовное единение вот этого громадного зала. Включали онлайн. Гергиева нашего включали, он тоже вошел туда, конечно, состав совета. Очень много известных людей. И потом включают Министерство культуры. Министра культуры не было. Отвечала молодая женщина, заместитель министра культуры. Сидела красивая, ухоженная дамочка и говорила непонятно о чем. Совсем не о том, о чем говорили все люди собрали. Она говорила, как они отчитываются, что они делают, что вот там построено, что отремонтировано. И вот весь зал, вот настолько холодный душ был, и видно было, насколько оторвана вот эта часть чиновничья от того, что творится внизу. А вот хотя это и должно быть их направлением, Конечно, да? Что они должны контролировать. Конечно. Ее прервальность как раз разговор не о том. Все равно она пока не закончила свою часть, не остановилась, ее просто уже выключили в конце и все. То есть она даже, ну не знаю, может она не слыхала, что там творится, ну, хотя у нее связь была, ее видно было на экране, она до этого сидела полчаса там. Но не слышать и не видеть, и не знать, что творится вот в той сфере искусства, ну это, конечно, очень, очень грустно. Грустно. Вы знаете, когда появилась эта новость, я, с одной стороны, порадовалась, потому что вот Эдуард не даст соврать мне, когда мы ведем культурные программы, то очень часто наши гости в студии говорят о том, что
Верните худсовет. Верните худсовет. Это буквально бывает в каждой программе. Звучит вот эта фраза. С другой стороны, не получится ли так, что мы забираем свободу у того же художника? Свободу чего? Свободу творить. Твори. Но есть у человека определенные рамки, наверное, вот то тогда, о котором мы говорим. Та культурная зона, вот Серебряков же тоже творил. Ну, когда сидишь в театре, 16 и плюс до самого старшего возраста, вот вчера мне прислали отрывок. Большой театр, помнишь, Ира? Нагиев. Да, Балет. Голый мужчина, голая женщина. Это какая-то классическая, например, постановка. Это творение разве? И Я как так вы вижу. на это не повлияли? Я так вижу. Вот сегодня «я так вижу» стала такой фразой, объясняющей абсолютно все. «Я так вижу». Очень плохо, что ты так видишь. Эдуард. Я могу сказать, что действительно, когда было первое заседание, организационное заседание, и все, кто там участвовал, мне кажется, они сами немножко были ошарашены, потому что вопрос, а что? Вот как ты говоришь, а как это, с чем это кушать? Потому что вроде мы, так сказать, согласно статьям сюда сигнуем, сюда вносим еще что-то, строим, у нас театр в хорошем состоянии. И вопрос, а в чем, значит, культура? Да, И я просто отвечаю на твой вопрос, потому что действительно сложные вещи. Скажу так, что Николай Бурляев в Москве, в Госдуме собрал вот это самое заседание и так далее. Он представляет действительно, скажем, элиту, культурную элиту и не только культурную элиту, потому что тогда люди такого уровня, когда начинают говорить на таком уровне с трибуны Государственной Думы и наверняка там еще в других каких-то кабинетах, то для меня это сигнал того, что что-то, вот события, которые сегодня мы называем СВО, они задели какие-то, при этом об этом всегда говорили, кстати, давно говорили, они задели какие-то нити, струны, и люди поняли, что, ребят, мы вроде сыто живем, мы вроде бы как бы, у нас огромное количество свободы, у нас, а что-то не то происходит. И я просто, понимаю, за ограничить эфира хочу объяснить, что такое действительно является худсовет, образно выражаясь. Есть такая писательница Людмила Улицкая. Я всегда объясняю, вдруг я понял насчет цензуры. Она была раскручена, известная советская писательница. По ее книге был снят сериал «Казус Кукоцкого». То есть известно, она относится к либеральному крылу, который сегодня против операции на Украине и так далее. Но лет 10 назад она сказала очень важную фразу. Мы должны давать детям знания, чтобы формировать их сознание. И вот вопрос, кто будет давать знания и кто будет формировать сознание гражданина России, вот этого государства, и является главным вопросом так называемого худсовета и так далее. Потому что вдруг мы поняли, что это носит, когда мы, скажем так, нам буквально насильно навязывают западные ценности, мы понимаем, и так далее, и так далее. То есть идет речь действительно о каких-то глобальных вещах. И очень хорошую вещь сказал, есть такой замечательный политолог Артамонов, он говорит, что у американцев есть такая программа, они давно работают, формирование образа будущего внутри страны. И они делают то, о чем говорит Улицкая. То есть внутри страны, не нужно ее завоевывать, нужно внутри страны создать через направленный поток знаний, установок, формировать человека, который внутри России, он перестанет быть россиянином. Мы же с этим сталкиваемся. И когда мы говорим культура, у нас куча культурных людей, а феномен, я извиняюсь, кто вот в этом смысле уничтожал Советский Союз? Деятели культуры. Впереди планеты всей. Кто сегодня побежал, при этом известнейшие имена, которые говорят, а мы против страны, а мы против того, что происходит. Это народные артисты и так далее. Вопрос культура, понятие, когда мы говорим, что на самом деле мы понимаем, что что-то нам надо перестраивать. И это настолько задача глобальная. Поэтому это очень сложная задача. Потому что практически, как раньше говорили, вопрос идет о формировании нового человека, который будет воспринимать свою страну своей страной, который ценности свои. Вот насчет культуры, просто опять-таки спешу. Вот мы давно дружим с Хаджмуратом, и он муфтий, я христианин.
И это никаким образом не разделяет меня, не противопоставляет. Для меня ценности, его ценности, ценности религии, которую он представляет, они абсолютно в глобальном смысле мои, в ключевых они мои ценности, и нас ничего... Вот эти, и когда пытаются даже вот противопоставить, допустим, деятеля культуры христианина и деятеля культуры мусульманина, а тот и тот вроде бы как бы занимается культурой. Хотя мы вместе должны заниматься культурой. И цензура это и есть. И государство обязано сегодня решить для себя ради самосохранения. Какие знания, кто их будет давать. Потому что когда мы, вот этот поток абсолютно лживых... Эти знания сейчас дают в интернете любой, кому не лень. Как это контролировать? В интернете поют все, кому не лень, да? Но вы знаете это лучше, чем я. Вот, наверное, я думаю, что, опять-таки, почему говорю, что есть такое понятие, когда французы пришли в Африку колонизовать. Там была пустыня. И генерал приказал, начинайте сажать деревья. Его даже казус называют именем этого, то ли Фош, не помню, как его, не наше астийское слово, фамилия такая была. Он говорит, они, говорят, не раньше 50 лет, через 50 лет. Да. Надо начинать сегодня. Надо начинать сегодня. Сергей Капица, потрясающий человек, который вел передачи невероятно, господи, он говорил, что знание – это та вещь учить, когда надо, человек по природе свой ленив. Его надо заставлять, его надо есть какие-то вещи, которые нужно определять, если мы решили, что вот это, и это в рамках самосохранения государства, России, всего. И это сегодня, это всего лишь заявка. Заявка о том, что не просто мы на своем низовом уровне поняли, но на более высоком уровне, который способен решать, принимать решения, что эту угрозу, эту опасность, они как минимум осознали и ее озвучили. А впереди предстоит гигантская. Поэтому все эти худсоветы на уровне, мы как-то сидели с Володей Уваровым, бесконечно его уважаю и так далее, когда говорят, вот, там насчет худсовета, я говорю, ребят, я не имею права приходить кому-то что-то. Художник, он рисует, ну, допустим, в театре, режиссер ставит. Но если есть критик, критик имеет право, уже увидев. Вот мне непонятно, как это будет выглядеть. Да, вот как это будет Я бы знаете, что сказал. Вот здесь очень хорошо Эдуард концепцию изложил, очень хорошо. Это вот государственное мышление называется это. Вот государство должно определить, что мы хотим видеть на выходе. Так. Вот мы же говорим о переформатировании следующего поколения, даже и сегодняшнего, и тех, кто пойдут следом. Мы должны знать, что мы хотим видеть на выходе. Вот если мы определимся с государством, найдутся мы уже говорим, инструменты, да? Конечно, когда мы говорим о том, о чем мы сейчас говорим, то мы не говорим о слове идеологии, она должна быть. Если мы начинаем строить дом, а сегодня разговор идет конкретно об этом, о том, что надо вырастить новое поколение, воспитать его и следующее поколение в какой-то определенной парадигме, то мы должны начать говорить об идеологии. А что мы хотим? Просто, чтобы он ласковый, спокойный, не хулиганил. Нет, это должен быть активный, целеустремленный человек. Куда целеустремленный? А вот какой-то кодекс, не знаю, будет деятеля вы понимаете, культуры или что-то вот в этом? Насчет кодекса сказал, сразу упираемся в какую-то конечную цель. Да. Нам нужен вот сейчас результат. Он невозможен в принципе, но вот если говорить о мерах и так далее. На Западе попробуй сказать какой-нибудь художник, да, что вот в Англии вызвали в парламент и, в общем, поносили священника, который отказывался регистрировать браки геев. Уже это цензура, это уже ограничение свободы. Попробуй ты сказать, а я против этого. И ты все, и тебя, и ты уже не свободный. Вот. Значит, здесь есть определенные ключевые ценности, которые на уровне этого должны быть, законодательство как угодно, но со знаком другим, потому что мы не принимаем эти ценности. Но для нас хотят здесь создать вот для этих ценностей, открыть все, что угодно. Почему? Вот на таком уровне, на государственном, люди определились, что надо уже поставить заслон. Вот то, что он говорит, оно уже к нам шло полностью. Там нету этого. В высших слоях нету, но оно к нам шло. Там жесточайшая цензура, абсолютно жесточайшая цензура. Мы с этим уже не справляемся. Мы увидели, что народ сам по себе, общество, государство стало разваливаться изнутри. Разваливаться вот в том идеологическом смысле, о котором я говорю. Пропали ценности, они не стали ценностями, они девальвировались.
И вот это все определено должно быть четко государством. Что, как и зачем. А кодексы, правила, положения, они вырастут. Если мы сейчас уйдем в кодексы, мы заблудимся и закончим на этом. Потому что кодексы не должны быть. Должно быть четко 2-3 определяющих для человека момента, в котором он должен жить. Спасибо, будем наблюдать за вот этим движением. Спасибо, что пришли к нам в студию, всегда вам рады. Спасибо вам, мне очень приятно, что народ этим заинтересовался. Очень приятно, потому что это будет делать народ. Это обращение к народу. Мы всегда, одна беда у нас, мы сидим и ждем, что придет дядя какой-то, включит нам свет, и мы пойдем в ту сторону. Нет, пока мы сами не определимся, мы будем в этой тьме сидеть. Вот это хотелось бы, Спасибо. чтобы народ это понял. Спасибо, у нас реклама, не переключайтесь. Продолжаем эфир. На днях в выставочном зале Союза художников открылась выставка «Образ женщины в творчестве осетинских художников». Посетители смогли увидеть около 130 произведений художников Осетии в технике живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. О том, как развивается изобразительное искусство и что сегодня необходимо зрителям, говорим с гостями в студии. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Теймураз, наверное, к вам обращусь. В чем идея этой выставки и чем вы руководствовались при ее подготовке? Во-первых, тема не новая для нас. И именно в этот период, в марте мы всегда делаем похожие выставки. Это как бы уже традиционное. И в разных формах его делаем всегда. В этом году его решили открыть пораньше, чтобы мы к празднику весны первыми сделали мероприятие такого плана. И вообще образ женщины практически у каждого художника присутствует. Да, потому что даже в Академии художеств и художественном училище студенты учатся на гармонии, эстетике, вот именно женской красоты. И, естественно, в творчестве также оно в дальнейшем присутствует. И мы знаем, что у художников такие работы есть. Мы его даже хотели назвать в шутку «Февромарт». Ну и художники всегда отзываются очень хорошо, приносят работы красивые. И выставка получилась яркая, красочная. Но для художника образ женщины – это как такое, может, вдохновение? Ну, естественно, конечно. Особенно для мужчин. Женщина, ведь программа обучения в Академии художеств именно строится на эстетике женщины. Вот с Древнего Рима, вы, наверное, все знаете, что эти известные скульптуры прекрасных женщин, 3 грации, ну, много можно назвать. И именно программа основывается на этом же искусстве. И вот здесь скульптор сидит, Таня. Вот я и хочу, его спросить, с чем связан выбор художественного образа женщины в вашем творчестве? Ну, это неотъемлемый образ. У любого художника он присутствует, и я думаю, что мало таких художников, которые к этому образу бы не обращался. И это очень широкая тема, и в ней можно найти себя и в пластических, и в разных решениях. И это очень такая близкая любому человеку, по-моему, тема. Поэтому там она не новая тема и вечная тема. А что было представлено на выставке? Моя работа? Да, ваша работа. Ну, у меня есть такая вот новая работа, там «Вечер» называется. Старички сидят около плетня, отдыхают вечером. Бабушка с дедушкой. Ну, как бы не прямо женщина, ну, вот она как бы в образе двух людей, проживших вместе всю жизнь и вместе вот друг другу подарившие вот совместную жизнь, годы. Ну вот вообще образ женщины-осетинки, Мадин, вот он какой? И чем он отличается от образа в искусстве, там, в мировом искусстве, образа женщины? Образ женщины, скажем, в изобразительном искусстве? Изобразительном, именно да. в изобразительном искусстве? Ну, я думаю, что да, он как-то сопряжен с традиционной культурой нашей. И не из-под воли, но вот как Таня сейчас сказал, что это важно, даже материнская какая-то тема вышла больше. Женщина-матерь, матери женщины, чем там, может быть, просто женщина-вдохновительница.
Конечно, она отличается, но я думаю, сейчас все это уже стираются, эти грани. Стираются, да? Уже Ага. осовременился образ, тем более, что по большому счету в искусстве нет вот этих вот жестких разграничений, тем более в современном мире. Эти границы уже потихоньку раздвинулись, эти рамки. А вот если начиная с Коста, допустим, вот Да. в то время, Да. это же разные образы, да, Конечно, с сегодняшним. Чем они конечно. отличаются? Но я думаю, Коста, как первый, тем более профессиональный художник, он, конечно, шел от реалистичной школы академической, и образы шли более идеалистичные, скажем. Постепенно это все менялось, и в духе времени уже осовременивался и образ, и более в модернистскую сторону шел. Пошли уже и ню даже, вы можете заметить на выставке, есть художники, которые в эту сторону, в сторону красоты и внешней, и внутренней, и утонченные какие-то взаимоотношения мужчины и женщины, и юность, и старость, зрелость женская. Показываются разные стороны женской сути. Для чего это нужно посетителю, зрителю? Ну, вы же понимаете сами, как женщина, да, что, наверное, для того, чтобы и ценили, художник для этого и приходит в мир, чтобы обратить внимание зрителя на то, может быть, что незаметно, а может быть, сакцентировать внимание как раз на важном. Потому что, я думаю, от женщин много зависит. Тем более женская суть — созидательная функция. А знаете, мне кажется, что вот это как ориентир такой чистой женственности, которую Да. сегодня в современном мире многие из нас могут утерять. Потому что Конечно. женщина сегодня, она и в бизнесе, она и за Активная. рулем, да, более активная. Как вам кажется, вот этот вопрос так для всех, для троих, сегодня есть у зрителя, у вашего зрителя там, влечение, да, вот прийти и посмотреть эту выставку? То есть насколько популярно сегодня направление изобразительное искусство? Таймураз? Ну вот на этой выставке на открытии много было людей, в основном женщины. Вы знаете, вот в последнее время и художников женщин становится больше. Живопись, искусство вообще, тенденция развития в сторону декоративности и красивости. Как бы более яркие работы стали. И это тоже от того, что много женщин-художниц у нас в Союзе художников. И почему женщину изображают? Прежде всего, вы правильно сказали, она вдохновляет. Женщина — это очень создание гармоничное прежде всего. И вот именно Академия художеств поэтому на образе женщины и учились. Даже те, которые сейчас пишут пейзажи, натюрморты, они учились изображать женщину. Именно эстетику, гармонию, пропорции женщины понять. И вот это им давало возможность уже изображать все очень гармонично. То есть сегодня интерес к изобразительному искусству он высокий? Ну, не скажу, что массово. В Осетии есть очень много ценителей изобразительного искусства, и они практически всегда приходят на наши выставки. Мы это знаем, определенная, есть и коллекционеры, определенная группа людей, которые знают, интересуются развитием изобразительного искусства в Осетии. Ну и, конечно, коллеги. Коллеги, для нас это очень важно, именно, чтобы коллеги интересовались творчеством друг друга. Что скажете? Ну, я бы сказал так, вот относительно, если сравнивать вот в других регионах, я просто бываю где-то вот в соседних республиках России, у нас достаточно много людей интересуются искусством, если сравнивать вот не как бы с кем-то. Вы знаете, вот и среди... у нас много вот как бы людей, кому-то, как ни странно, сейчас времена вот тяжелые, и у нас разные времена бывают, но люди тянутся, и многим это интересно. Я вот вижу, спрашивают, просто я бы не сказал, что у нас люди к этому не тянутся. Они смотрят, интересуются, и вот, как я замечаю, ходит народ на это все. Вот среди моих знакомых, коллеги, понятно, да, они интересуются, они ходят и на выставки, но вот среди знакомых других я не слышу, что кто-то сказал, вы знаете, открылась выставка, давайте сходим. Вот почему так сегодня?
Мадин? Вы знаете, как ни странно, правда, вот хороший вопрос вы задали. Дело в том, что на самом деле на душу населения, да, вот если взять нашу республику, у нас большое количество именно творческих профессий, вот, и музыкантов, художников очень много. И мероприятий тоже Если даже достаточно. сравнивать с другими кавказскими, например, республиками. Мне кажется, где-то вот не хватает все-таки уже современной подачи больше. Надо реорганизовывать какие-то вот саму подачу, сам пиар, модернизировать эти вещи, потому как, да, и более, мне, например, как самой, как художник изначально, я и как больная, да, вот для нас сейчас эта тема, для меня коллеги, я думаю, тоже поддержат. Нам, конечно, нужна поддержка. Художник сам по себе не может себя двигать. Нам нужны арт-дилеры, нам нужны меценаты, нам нужны спонсоры, которые будут ценить нас. Искусство обесценено. К сожалению, времена Коста вроде бы далеко, а все его болячки, они сегодня актуальны. Вся его боль, она сегодня вот так вот вылазит, и мы сталкиваемся с тем же проблемами, что и он, хотя он был один, первый тогда. Вот, поэтому, наверное, нам не хватает, скажем так, образованного, тонкого, который бы ценил нас зрителя, именно покупателя в хорошем смысле, да, который бы вот коллекционера достойного. Тогда, может быть, у художников появилось бы желание творить что-то более глубокое, более утонченное, а не идти все-таки на поводу компромиссов между вот заработать, да, или все-таки создать что-то для вечности. А вот у нас первые гости были Хаджимурат Харумович Гацалов, и мы говорили о культурном фронте России. Вот, конечно, жаль, что он уже ушел. Вот здесь бы спросить, конечно, вот это движение, а оно будет помогать талантливым художникам? Таймураз, ну вы тоже входите, Я да? вхожу В курсе, в группу, да. в группу Бурляева, Так. хожу от Союза художников России. А может быть, вы ответите? Во-первых, это создано, чтобы Контролировать, корректировать, да, я так поняла. А помогать? Вот сейчас это именно вот назрело, даже, может быть, поздно. Надо было раньше об этом создавать именно такую группу, которая бы именно в плане патриотизма свой народ подтягивал. Потому что сейчас весь мир ополчился против России, против российского народа. И, конечно же, надо противостоять всему этому. И вот именно люди культуры, искусства, они должны тоже объединиться. И вот то, о чем они говорят, это вот самое ценное, это фундамент, основы и семейной ценности, и изобретательное искусство, и музыка, и все. Дух человека, Дух да. человека, который был у нас, поднимать. он был на высочайшем уровне, сегодня мы его уронили немножко. И вот это надо поднять. И, соответственно, и изобретательное искусство, и все остальное искусство, оно немножко влево ушло, оно стало китчевым, продажным, а как раз-таки мы боремся против этого, чтобы художник или творец, он был настоящим, глубоким, истинным. И вот это то, что мы создали, культурный фронт, как раз-таки поможет нам все-таки выпрямить вот эту кривизну, которую мы создали, и выйти на настоящую дорогу. Все-таки думаете, поможет? Я так думаю, да, поможет. Ну, дай бог. Сколько продлится еще выставка? И можно пригласить наших зрителей. Выставка у нас около 3 недель будет. Мы его открыли буквально 3 дня назад. И мы ждем, конечно же, любителей, ценителей изобразительного искусства. Всегда рады в нашем зале их встретить. У нас выставка бесплатна для всех. Кстати, вот на эту выставку очень хорошо ходят. Недавно автобусами приехали ученики. И это не может не радовать. Именно со школы, с детства надо приучать к настоящему искусству. Мадин, а вот вы говорите, что конечно, нужна помощь, да, нужен и пиар, вот вы перечислили для художника, чтобы это было современно. Но, может быть, тогда нужно было не бесплатно организовывать выставку, Может быть. а чуть-чуть какой-то, вот, ну, какая-то сумма. Кстати, Помощь. есть такая идея, по большому счету, я думаю, это можно рассматривать. Я думаю. Знаете, иногда более Да. ценится, когда человек покупает билет, уже да, идет на выставку. ближе Это к вот психологии что-то. цена, да, ценнее бывает. Да и потом, может быть, какие-то организовать маленькие такие мероприятия в течение вот этих 3 недель, где можно обратную связь услышать от зрителя. И обратная Зритель, связь может тоже, быть, да. встретился бы с художниками. Это же интересно, потому что у нас
есть разорванность, оторванность друг от друга и недопонимание. Вот художник какой-то идеализируется, какой-то странненький такой ходит, непонятый, а зритель тоже недопонимает, а, собственно, для чего вот все это. А если прямо на выставке делать Да, я считаю, что можно это. Мы когда-то пробовали такие, да, круглые столы, вот Таймураз Георгиевич, Да, но это прецеденты вот, были, это хорошая Больше идея. вопрос к Министерству просвещения, Министерству Мы и сами это культуры. можем делать, да, по большому счету, при желании. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Всегда Вам вам спасибо. рады. Удачи Спасибо вам. вам в вашем творчестве. Приходите Спасибо. к нам на С выставки удовольствием. всегда. Да. У нас реклама, а далее продолжим. «Ступень к мастерству» – так называется музыкальный конкурс, в котором учащиеся Республиканского лицея искусств одержали победу. Диплом первой степени, гран-при. Все победители, учащиеся класса Светланы Булатцевой, сегодня гости нашего эфира. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Поздравляем с победой и учащихся, и педагога поздравляем с победой. Но спрошу девочек, тяжело далась победа? На самом деле это было не так уж и тяжело, но труд, который мы так долго к этому шли, на самом деле, столько готовились, и это привело к тому, что мы получили первое место. А долго это сколько? Сколько вы готовились? Ну, где-то месяца 3. Как готовились девочки? Вы сразу в них увидели победительниц? Ну да, это не первый конкурс у Ага. них. Они уже принимают участие, это конкурс всероссийский, они уже принимали участие. Есть такой блок у нас по стране «Времена года», где есть и международные у них уже завоевания. То есть они уже неоднократно, в течение 2 лет, они неоднократно становятся лауреатами. Девочки ответственные, наполненные, у них очень красивый внутренний мир. Поэтому, читая прозу, читая поэзию, они наполняются, а потом человек, который играет на осетинской гармонике, это наши традиции, это наша культура. Они очень много знают из истории Осетии. Поэтому, когда мы приезжаем, очень многие из жюри, они просто меня, как они выходят на сцену, несмотря на то, что мы всегда стараемся показать свое творчество, мы всегда именно музыкальное исполнительство, но бывает даже разговор о том, что мы очень театрально выходим. Да вы что? Девочки всегда представляют осетинское платье. Так. У нас всегда бывает обязательно, что мы знакомим с осетинским платьем. И очень важные люди, профессор Московской консерватории, он просто отдельно отметил, несмотря на то, что он сам органист и наш инструмент, он как маленькая копия, наша осетинская гармоника, как маленькая копия органа, он очень высоко отметил, а потом это же новая плеяда, они сейчас представляют музыку не только Осетии, они представляют уже музыку разных стилей и классическую музыку, они обязательно знакомятся с музыкой Баха, у них уже стиль и почерк совершенно другие, это не только фольклор, это не только песни и танцы, поэтому я думаю, что девочкам очень приятно выходить на сцену. Когда я им сказала, что мы едем, это все-таки для таких детишек это очень дальний путь. И я им сказала о том, что вы выходите из зоны комфорта. Конечно, ответственность тоже. Да, вы выходите из зоны комфорта, вы должны быть к этому готовы. Мы приезжаем, идем на репетицию, завтра только конкурс. Но вы знаете, они ко всему этому готовы. К этим нагрузкам исполнителей, конечно, надо тоже готовить, не только. Да, вы говорите, что красивый духовный мир, и вы на это обращаете внимание, но мне кажется, профессиональный музыкант, он всегда интеллектуал. Он много знает, много читает. Вот когда девочки пришли к вам только, вы сразу в них рассмотрели, вот из них выйдет что-то, есть талант. Да, несмотря на то, что я вот стала знакомиться с ними, и я видела, что воспитанием в семье музыканта мне надо будет заниматься. Ведь это же не только воспитывать музыканта, это надо родителей Семью. воспитывать. Это очень сложный труд родительский. И очень сложно, когда к тебе приходят такие детишки, у которых родители не готовы воспитывать. Я просто беру дополнительную для этого
нагрузку. Но преимущество нашего лицея – это же слияние 3 видов искусств. Изобразительное искусство, хореографическое искусство, театральное отделение. И они наполняются, когда они присутствуют на концертах хореографов. А как они наполняются, когда они видят картины детишек. У нас выставки детишки делают, и они очень часто принимают участие в открытии этих выставок. Я думаю, что они уже готовы, профессионально ориентированы, и в этом году они будут учащимися колледжа искусств. Колледжа искусств имени Да. Валерия Гергиева. Мы уже выступали там на молодости Осетии. Это как бы первая ступенька Дельфийских игр. Уже их знают педагоги колледжа искусств. Но это девочки, которые будут продолжать эту тему профессионально. Спасибо. А вот спрошу ваших учениц Алина и Амина, да? Да. Амина? Алина. Алина, Амина. Да, Амин, как получилось, что вот ты решила играть именно на гармошке? Почему выбрала этот инструмент? Ну, в детстве меня мама отправила. Ну, я так-то не знала, что именно это такое, и не рассчитывала на дальнейшее с этим воздействие в жизни. Но Понравилось? Да, постепенно я к этому привыкала, и к слуху. Вот. Амин. Ну, с самого начала я тоже была не очень рада к тому, что меня отправила мама на музыканта. Я больше любила художественное отделение, но вскоре мне это полюбилось. В классе 3 я прям, когда первый раз у меня получилось сыграть Баха, минуэт, я прям так вдохновилась, и после этого я полюбила Именно музыку. после классики, да, Да, классическая после этого я решила, что я точно поступлю после 9 класса на музыканта и буду музыкантом. Вот я не зря спрашиваю, потому что я думаю, что сейчас многие родители, им понравится этот вопрос. Дело в том, что когда ребенка отдаешь в музыкальную школу или на какой-то инструмент, ребенок не хочет ходить, да, и вот девочки тоже говорят, что сначала как-то вот не то. И как правильно, Светлана, как правильно заставлять ребенка играть на инструменте? И сколько времени нужно заставлять? Вы знаете, заставлять – это немножко насилие. Да. Самое хорошее слово в педагогике – это увлекать. Вы знаете, когда педагог уже с опытом, он видит, что нравится ребенку. Я этих девочек увлекала. Не обязательно говорить только о музыке. Все-таки от педагога зависит, да? От педагога тоже. Ну вот девочки говорят, от что педагога да. тоже зависит. Но я вам, знаете, еще что хочу сказать. Вот я работала педагогом в разных школах, но вот именно в лицее искусств это делать очень легко. Спасибо нашей администрации, но они делают все для того, чтобы у нас обязательно был такой пласт, который профессионально ориентирован в будущем на искусство. Это большие затраты, это инструменты музыкальные, это очень дорогие музыкальные инструменты, это соответствующий интерьер. Все для нас предоставляется. Вы знаете, вот эти поездки, они тоже же ведь сейчас все стоит затрат. Конечно, денег Да. стоит. Это все стоит затрат, но у нас, например, такая система, что у нас даже премии получают не только педагоги, но премии могут получить за особые заслуги и наши учащиеся. Поэтому только увлекать. Надо обязательно найти вот эти струнки души. И еще очень важно, чтобы родитель был заинтересован в том. А родитель как может быть не заинтересован? Вообще это же... Вы знаете, есть такие родители, которые не хотят даже слушать, как играют их детишки. Этому тоже надо приучать. Этому тоже надо приучать. Есть такие родители, которые утомляются. Есть родители, у которых у самих нету такого внимания. Вы знаете, музыка – это речь души. А душа не любит, когда ее торопят. И надо очень размеренно, в спокойном режиме готовить детишек к тому, чтобы они стали работоспособными. Вот эти девочки умеют работать в день по 5 часов. Они могут спокойно сесть за инструмент, сменить гармонику на фортепиано, фортепиано сменить на сольфеджио,
Но это все постепенно. В детстве получить уже фундамент для будущей профессии, это, конечно, очень хорошая тема. Но вот сейчас, когда вы так играете по 5 часов, это уже доставляет удовольствие или пока еще нет, пока вы себя чуть-чуть вот заставляете заниматься? Ну, очень приятно видеть, как у тебя получается, и это дает стимул дальше идти и развивать свои навыки. Да, вот когда ты играешь, даже столько времени сидишь, порой хочется все бросить, но потом, как Амина сказала, когда у тебя получаются, ты видишь свои результаты, у тебя наоборот бывает вдохновение, и когда нам Светлана Муратовна говорит идти уже домой, порой бывает такое, что ты хочешь остаться и еще позаниматься. Удивительно, спасибо вам за это. Что дает ребенку занятие музыкой? Ну, самое первое, это, конечно, это очень добропорядочная группа людей. Культурные, Конечно, да, интеллигентные. мы всех научить не можем. Индивидуальные занятия, вы знаете, я могу думать очень долго в свое свободное время, сидя у себя дома, какой репертуар, на каком репертуаре мне надо. Я могу думать о том, что надо сказать Алине, что надо сказать Амине, чтобы я это не забыла сказать. Но дело в том, что это вот, я им все время говорю, таких людей, как вы, будет очень мало. И вы должны готовиться к тому, что вам будет не очень просто жить среди людей, но вы должны распространять себя, вот это тепло души своей, вы должны будете распространять среди людей. Это очень дорогое образование для государства музыкальное. Да. Давайте небольшой фрагмент из вашего личного архива, посмотрим ваше выступление. Да? Небольшой фрагментик, послушаем его. Педагог видит помарочки или их нет совершенно? Нет, есть помарочки. Есть помарочки? Конечно, есть помарочки. Да. Это детское творчество. Это произведение взрослых исполнителей. Это не детский репертуар. Поэтому им позволено, им доступно. Вы знаете, вот когда мы смотрим детские рисунки, то люди умиляются, видя какие-то круг или квадрат, которые выходят. Да. Но вот к музыканту почему-то с детства предъявляют очень большие требования. Это удивительно. Вот когда я всегда своих детей защищаю, когда они играют на выпусках, на концертах, и когда кто-то замечает, я говорю, это ребенок, это дети. Мы им многое позволяем, и мы им многое прощаем, и просто в быту, и в их жизни, и в их становлении как профессионала тоже они имеют право. Вот я вас спрашивала, чем полезна музыка. И недавно читала интервью Татьяны Черниговской, это советская и российская ученая в области нейрохирургии. Да, вот я процитирую ее, да. «Считаю, что всех без исключения детей нужно учить музыкальной грамоте. Мелодия творит с нейронной сетью невероятная. Она приучает мозг отличать друг от друга очень тонкие вещи. Это ювелирная настройка сложнейшей системы». Я думаю, что вот те люди, которые занимаются музыкой, вот для меня это, вы сказали, они интеллигентные, они культурные, да, для меня это, конечно, интеллектуалы в первую очередь. Спасибо вам большое, что вы наших детей вот ведете к прекрасному. Спасибо большое, спасибо, девочки, вам за ваше творчество и что пришли к нам в студию. Спасибо. Это все на сегодня. Желаем вам хороших выходных и встретимся ровно через неделю в пятницу. До встречи.